В начале заседания Кабмин утвердил межведомственную целевую программу на 2025 год развития демографии. На ее реализацию предусмотрено 120 миллионов рублей. Исполняющий обязанности министра соцобеспечения Руслан Аджба сообщил, что абхазские семьи, в которых родился ребенок, в течение 6 месяцев должны подать заявки на получение выплат. В 2025 году уже поступило более 125 заявлений на сумму 24 миллиона рублей. До конца 2022 года мы выплачивали на третьего и последующего ребенка в размере 100 тысяч рублей. В 2023 году мы уже выплачивали на рождение второго и последующего, то есть второго 50 тысяч, третьего 100 тысяч, четвертого и последующего 200 тысяч рублей. А уже в 2024 году на первого, второго, третьего 100 тысяч рублей и четвертого и последующего 200 тысяч рублей. То есть мы ежегодно стараемся, усиливаем такую меру поддержки, и вот надеюсь, что у нас и в дальнейшем будут такие возможности. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба отметил, что развитие демографии – это одно из главных направлений, в котором важно работать. Есть многодетные семьи, в которых воспитывают по 8 детей, и им необходима особая поддержка. Мы вот наблюдаем каждый раз в отчетности, что есть динамика роста многодетных семей. С учетом этого, разумеется, можно будет пересмотреть, если такая возможность появится, чтобы не создавать долги, чтобы не создавать там новые какие-то сложности, проиндексировать. Кабинет министров утвердил представленные Национальным банком критерии обязательного контроля валютных операций. Обязательному контролю подлежат валютные операции, равные или превышающие 200 тысяч долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком Абхазии. Проект согласован с уполномоченными органами, в частности с Национальным банком Республики Абхазия, который в соответствии с нашим законодательством является наряду с Кабинетом министров одним из органов валютного регулирования в Республике Абхазия. Кабмин утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2024 год. Остаток денежных средств фонда на 1 января 2025 составляет 247 миллионов 876 тысяч рублей. Государство также выплатило 25 миллионов рублей за граждан, незаконно получивших российские пенсии. В 2023 году около 25 миллионов рублей, вы сами в курсе этого вопроса, мы вернули. А в прошлом году 2 миллиона 224 тысячи вернули эти деньги. И это поступили с Министерства труда, можно так сказать, заявку, и мы его профинансировали. Прокуратура тоже занимается этим, есть тоже хорошие там подвижки в этом плане, но это социально несправедливо вообще никакого оправдания этому нет вообще. Справки не выдают вовремя о смерти. В Абхазии впервые утверждена государственная программа лечения бесплодия методом ЭКО. На нее выделено 30 миллионов рублей из бюджета фонда репатриации. По словам исполняющего обязанности главы Минздрава Эдуарда Бутба, проблема актуальна. Многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика. За последние 3 года число обращений ведомства выросло на 30%. В 2024 году количество таких обращений составило более 50 человек. Учитывая, что лечение бесплодия с использованием ЭКО является дорогостоящим видом лечения, она недоступна для большинства нуждающих внесемейных пар и отсутствия государственной поддержки. По прогнозам Министерства здравоохранения Республики Абхазия, бюджет программы позволит обеспечить лечение бесплодия использованием метода ЭКО более 50 заявителям. Утверждена ведомственная среднесрочная целевая программа совершенствования национальных счетов и расчета ВВП. Ее реализация предусматривает 2 этапа – автоматизацию формирования статистических отраслевых отчетов, реализацию программных мероприятий по переходу на международный стандарт расчета ВВП.
На сегодняшний день во всем мире расчет внутренней валовой продукции производят по методу конечного использования. У нас мы к этому перешли буквально пару лет тому назад, но и параллельно мы рассчитываем, сам механизм расчета связан с тем, что не по конечному пользованию, а по производственному методу. Но связано с тем, что сбор информации очень слаб. У нас не все сектора экономики и не все сферы деятельности охватываются для расчета ВВП. Кабмин также утвердил отчеты об исполнении бюджетов еще 4 фондов: Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Дорожного, фондов обязательного медицинского и социального страхования. Гугу Савардани, Налгвинже, Абхазское телевидение.